Уж лучше бы мы сразу поехали к моему деду. Я себе не прощу, если не попрощаюсь с ним. У него 2 Георгия. А какие у него друзья? Ладо, Кантемир. Да ты их просто не знаешь. Дедушка Дадо, здравствуй. Кошер, где ты? Посмотри, кто к нам приехал. Посмотри, кто к нам приехал. Махазар, Камал. Меня уже в армию забирают. Какая еще армия? У нас одна армия. Его надо было раньше призвать, чтобы он вспомнил о своем дедушке. А это кто такой? Мой друг Сослан. Мы вместе служить будем. Ну что ты стоишь, старая? Шевелись. Хорошо. От радости онемела. Это только я его могла терпеть 50 лет. Ах, святая ты, тетушка Кошер. А я говорю, это было не так. Нет, это было так. Ты все споришь. Это ты всегда споришь. Кантемир, все знают, что ты говоришь больше всех в селе. Опять вы спорите? Им нельзя сидеть рядом. Пожалуйста, не спорьте. Извините, Ладо, пожалуйста. Кантемир. Я больше не буду. Молодой человек, как имя твоего отца? Махар, Махар Цупанов. Махар. Не знаю, не помню. А как имя твоего деда? Ботас, Ботас Цупанов. Ботас Цупанов? Это же внук Ботаса Цупанова. Я хорошо знал твоего деда. Старший, не забывай своего тоста, а? Сидите, сидите. Сегодня в этом доме торжественный день. Дадо провожает своего внука в армию. С этого же дома мы провожали на фронт его отца. Он не опозорил нас, как он сидел на лошади, каким он был наездником. Помнишь, Дадо, когда мы его провожали, он 20 раз поднял этот камень. Время быстро ушло, но я все помню. А мало этот камень не поднимет. А я говорю, поднимет. А я говорю, не поднимет. А я говорю, поднимет. А я утверждаю, не поднимет. Опять ты споришь. Кантемир, я оставил дома людей с поднятыми руками. Это как? Как? А вот так? Ты прав. Мы сюда не камни поднимать пришли. Давай лучше поднимем наши бокалы. Совершенно верно. Истину говоришь. А я говорю, поднимет. Поднимет он. Внучок дорогой, подними этот камень 21 раз. Ну, Даду. Надо. 21 раз. А может, Пусть не надо? все видят. И Кантемир Давай, больше смей. не спорит со мной. Ну, ну. Иди, подними, дорогой мой. Внучок, давай, давай. Посмотрим. Покажи, какой ты мужчина. Кемар, только не тот камень, самый большой. А ты смотри, Кантемир. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Посмотри, какой он сильный, Кантемир. 9, а? 10, 11, 12. Что он считает? Его отец одной рукой поднимал этот камень.
Так, одной рукой. Одной? Ты все забыл. Кантемир, ты это придумал. Он двумя руками поднимал этот камень. Он одной рукой поднимет. Ничего я не придумал, Кожер. Что с вами? Слышишь? Кто одной рукой Давай. поднимет этот камень? Давай, Только- давай, давай. Только одной рукой. Да, давай, давай, давай. Одной. Конечно. Поднимай его сразу. Ну, ну подними еще раз. Он нас опозорит. Интересно, он на лошади скакать может? Чего он не может? Разве они в армии камни будут поднимать? А кому они там нужны такие? Дадо, ну что ты все ходишь? Скажи хоть слово. Я тут думаю, письмо надо написать Какое письмо? министру. Он нас поймет, иначе действительно опозоримся. А я говорю, ничего не получится. Кантемир, сам не думаешь. Не мешай думать человеку. А что нам делать? Мы так ему и напишем. Дорогой министр. Какой он тебе дорогой? Надо, дорогой. Человеку приятно будет. Дорогой министр, пишут тебе 3 старика. Дадо, Ладо, Кантемир. Живем мы в одном селе все. Батакаюрт называется. Из Саплиев наш генерал здесь родился. А уж Ису ты помнишь. Мы тоже воевали на 3 войнах. До генералов не дошли, но головы свои не опозорили. Эй, Дадо, не забудь про международную обстановку. Какую обстановку? У тебя язык длиннее твоего имени. И не хотим, чтобы внуки опозорили нас. А они лозу нас как не умеют срубить. Вот мы и старики, просим тебя, дай нам месяц, потом забирай. Я согласен. Поделим должности. Дадо, ты отвечаешь за военное дело. Я буду комиссаром. А ты, Ладо, моим адъютантом. Никогда Ладо у Кантемира не будет адъютантом. Никогда. Ладо, больше дыма! Создай боевую обстановку! Лучше тебя знаю. Помолчи. Ладно, Кантемир, не спорьте на полигоне, а вы кругом. Ай-два. Налево. Ай-два. Налево. Куда вы торопитесь? Эх, я оскорбил людей, дав тебе человеческое имя. А тебе бы, Сослан, За такой поворот буденный послал на конюшню. Дадо, ради бога, отпустите Сослана. Он тут ни при чем. Кантемир! Закрой свою трубу! Посмотри на своих вояк. На кого они похожи? А? Новобранцы! В 14 году я был в худших условиях, чем вы! По боевой обстановке! А ты, Кантемир, вспомни, о каких боевых условиях ты говоришь. Ты все 3 войны провел в обозе, а теперь хочешь отсидеть за этой трубой. Выше головы, солдатушки! Если человек испустит дух, его можно взять голыми руками, и воин не должен забывать об этом. Поэтому не падайте телом, а духом упасть я вам не дам. Вот. Ну и речь ты произнес, комиссар. Что сначала?
Как все сначала? Разве еще не все? Кантемир сказал все сначала, значит сначала. Что вы надымили на все село? Мальчики приехали отдохнуть, а вы их замучили. Кошер, за военное дело отвечаю я. Куда ты, Камал? Кошер, видишь, что получается, когда женщина вмешивается не в свое дело? Слазь, говорю. Нет, не могу больше. То есть как не можешь? Что ты там делаешь? Вот твои сапоги, Дадо. А? Вот шинель Кантемира. Я с вами больше не играю. Кантемир, где твоя дисциплина? Наведи порядок. Это твой внук или мой внук, а? Может, зайдете отдохнуть, а то замучились. Кантемир, ты должен думать, ты комиссар. Ты не можешь обучить их военному делу, причем здесь я. А я вам скажу, вы оба ничего не можете. Кошер права, вы их просто мучаете. Нельзя доточить кинжал, рассекая им воздух. Оружие куют не для того, чтобы убивать себя. Пойдемте в дом, нам всем надо посовещаться. Надо все обсудить. Может, хватит прощаться? Еще один день, и нас признают непригодными. Я говорил, поехали к моему деду. А теперь, на кого мы похожи? Как дети подземелья. Ты знаешь, это хорошо, что мы сбежали. Еще один день, и я бы лично не выдержал. Чего еще? Может, все это напрасно, а? Вот ты даешь, старик. Ты понимаешь, Даду мне никогда не простит. А что я своей матери скажу? Только без меня. Договорились? Постой, подожди, но вернемся только на 1 час. Значит так, при побеге солдата с поля боя не принимаются во внимание никакие смягчающие вину обстоятельства. Ибо не может быть у дезертирства оправдания. Дадо, Что еще? ты кем на войне был? На какой? На последней. Солдатом. Какое же ты имеешь право нас на гауптвахту сажать? Мы еще присяги не принимали. Нет, министр мне даст время, чтобы я выбил из ваших голов эту дурь. Такие, как ты, отвлекают его от важных дел и подрывают оборонную мощь страны. Что? Дедушка Дадо, он тебе не ответит. Если он будет каждому отвечать, то когда же он будет работать? История мировых войн оставила человечеству несколько примеров. Многие жизни были погублены. Многие погублены. Смерть и кровь. А ведь эти многие могли жить честно и делить хлеб с людьми. Но их подвели такие, как вы. Молодец! Могу. Слушай только меня. Делаешь вот так. Садишься в седло, ноги шире, садись ниже. Помни, скакун и наездник разные вещи. А потом сабли рубишь направо. Потом налево. Раз, два. И... Понял? Понял.
Тогда практически. Я готов. Помни все мои советы. Лошадь — это лучший твой друг. Теперь смелее. Не подведи меня. Посмотрим, кто из нас лучше учит, я или Кантемир. Смотри, не свались с лошади, Суслан. Вперед, вперед, ну, вперед на штурм. Я был еще гренадером лейб-гвардии, и ты не имеешь права меня опозорить. Молодец, Суслан. Хорошо сидит. Моя школа. Будто он в седле родился. Как он грациозен, а? Он друг моего внука. Грациозен. Он же солдат, а не балерина. Мы утерли тебе нос, Кантемир. А теперь пусть попробует еще раз Камал. И попробуем. Ну-ка, давай, Камал. Так загоните мою лошадь. Ничего с ней не будет. Камал, главное, чтобы она почувствовала, что ты хозяин, а не она. Вперед. Она знает у нее, кто хозяин. Смелее. Увереннее держись в седле. Он, видно, никуда не торопится. Вперед! Камал! Галопом! Ай, уберите бычка с дороги! Ладога меня куда-то несет! Куда его несет? Туда, куда он направляет. Он так убьется. Держись, Камал! Держись! Упадет. Падает. Ай! Грациозно он вот Лишь бы он не сломал кости. Держись, Камал, не беспечен. Что ты заклячешь, пацан? Это школа Ладо, при чем здесь лошадь? Что мой дед всегда говорил, остерегайся женщину в доме, а лошадь в поле. Ищите здесь. Ищите его здесь. Он где-то здесь. А, вот его нога. Что вы делаете? Что такое? Камал, как ты подтарил? Какой я Камал? Как какой? А где Камал? Упал Я сюда. не видел, как он сюда упал. Куда Да не было здесь. подеваться? Я здесь! Ладо, не сердись. Ну, сам подумай, при чем здесь моя лошадь? Она у тебя безмозглая. А, это потому, что она сбросила твоего внука, да? Мы хотим научить вас понимать друг друга. Ты постарайся понять меня. Если я даже не так скажу, да. Вот видишь, я оторвал веточку. Она скоро умрет, потому что ее корни остались там. Наши корни тоже в этой земле. И твои, и мои. Да, любого человека. Без них мы не можем существовать. Да, ни ты, никто не может существовать без этого. Вот посмотри, сколько деревьев. А одинокое гибнет. А вот посмотри, они поддерживают друг друга. Да, какая красивая сила. Когда человек любит, верит в людей, он горд, бесстрашен и красив, как эти горы. Все готово, можно и начинать. Начинаем. Дорогие сельчане, сегодня у нас торжественный день. Наши внуки
сдают выпускные экзамены. Пусть мы вас не тому учили. Что делать, мы знаем. Сегодня у нас в армии много есть танков, ракет, самолетов. Но слава любого оружия идет вот от этой шашки. Как слава любого воина идет от его родины. Верно говорю, сельчане? Верно, верно. Верно. Приступим к экзаменам. Камал, бери билет. Верно, верно. Билет номер 5. Теоретический вопрос. Когда, где и за что мой дедушка Радо получил второго Георгия? Практически. Отдача приветствия шашкой. Ну что ж, начинай. Интересно тебя послушать. Значит так. Второго Георгия мой дедушка получил во время Брусиловского прорыва в 1916 году. Во время одной из атак немцы предприняли контратаку против Кавказского корпуса. Положение было критическим. И тогда Дадо Кадзов, то есть мой дедушка, с криком «Ура!» бросился на врагов. За ним пошли и другие. Его, то есть моего дедушку, тяжело ранило. И вот уже в госпитале ему присвоили второго Георгия за храбрость. А про деда он знает. Молодец, хорошо. Второй вопрос. За 10 шагов повернуть голову в сторону начальника и одновременно опустить шашку вниз лезвием влево так, чтобы острие клинка было правее правого носка. Подожди, это же практический вопрос. Покажи, как это делается. Ну так, на счет. 1, 2, 3, 4. И на счет 5 шашку в ножны. Настоящий солдат. Молодец. Молодец. Билет Что-то подозрительно, он все знает. Билет? Может, у комиссии имеются вопросы? Какие вопросы? У меня есть один вопрос. Прошу. Камалу, скажи мне, дорогой Камал, как спасся в газовую атаку Батыр? Это что за вопрос, а? Мы с ними такие вопросы не изучали. Камал молчит, потому что не знает. А я знаю. Батыр помочил полу шинели и приложил к носу. И так спасся. Здравствуй. Здравствуй, Камал. Здравствуйте все. Здравствуй. Здравствуй, Ладо. Здравствуй, Сиди, дорогой, Кантемир. здравствуй. Спасибо. Нехорошо скрывать, Дадо, нехорошо. А что я скрываю? Но ведь никто в селении не знал. Что? Говори с ней. Нехорошо скрывать. Но шило, как говорят, в мешке не утаишь. Не каждый в нашем селении получает письма от самого министра. Министра. Я же говорил, что он напишет. Он знает, кто такие Дадо, Ладо и Кантемир. А почему бы он не ответил? Читай. Я? Он Читай. нас помнит. Дорогие фронтовики, Вот видите, он тоже написал «дорогие». А, я же говорил. дальше читать? Читай. Вы знаете, в нашей стране почитают старость. При всем уважении к вам и вас с большой буквы, Он нас знает. при всем уважении к вам,
я не могу дать вашим внукам отсрочку. Но вы правы. Современной армии нужны как физически, так и морально подготовленные люди. Благодарю за содействие армии. Вот это да. Министр написал. Надеюсь, внуки не подведут вас. С уважением, министр. Ну что ж, пусть так и будет. Ладо, отпустим их. Они сдали экзамены. Конечно, отпустим. Они вернутся к нам, и мы их доучим. Мы действительно согласны с министром. Да-да. Я не могу не попрощаться с ним. Ты что, еще не напрощался, что ли? Ты понимаешь, Дадо, это дед по отцу, а у меня еще есть дед по матери. Только после армии. Постой, ему 100 лет, он никогда не был в армии!